Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему, что нежданно и негаданно ворвется в вашу жизнь. Загадайте, пожалуйста, на себя, на самое ближайшее будущее, и пусть нужная и важная информация для вас откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Понятно. Так, нежданно и негаданно ворвется в вашу жизнь. Смотрите, человек, который о вас знает, который испытывает к вам чувства, человек, который в каком-то заблуждении находится. Вот вы знаете, как будто бы нет между вами прямого контакта, либо постоянного контакта. И, возможно, человеку либо показалось, либо кто-то сказал, что вас обижают. И этот человек бросает все, хватает свое копье и бежит навстречу к вам. Человек на каких-то прям эмоциях, да, хочется вас защищать, либо защитить от всех и вся. Я вам так скажу, тот, кто любит, тот и появится, тот и проявится. Причем с такими выпученными глазами, с эмоциями, и прям будет кричать: покажи мне, кто тебя обидел, да, либо расскажи, что случилось. Ну вот прям руки чешутся, да, подраться за вас, либо пойти кого-то проучить. Для вас это, конечно, будет шок. Вы немножко испугаетесь, скажете: о, Господи, что происходит, да? Никто меня там не обижал вроде, и все в порядке. Но вот человек сам себя выдает те чувства, которые в нем есть. Смотрите, это может быть любовь любовная, может быть и платоническая любовь. Какая-то прям сила, да, сила любви толкает этого человека все бросить, бежать к вам для того, чтобы вас защищать, либо отстаивать вашу честь, ваши права, ваше достоинство. И человек вас немножко напугает своей импульсивной реакцией, и в то же время уже свои чувства не сможет скрыть. Допустим, это может быть у кого-то бывший, с кем вы там рассорились, не общаетесь, каждый живет своей жизнью. И вот этому бывшему покажется, что вас кто-то обижает, либо ему кто-то там наговорит, что с вами какие-то там неприятности происходят. Вот он бросит все и прибежит, чтобы вас защитить, да, чтобы вмешаться. У кого-то отыграется, что человек, с кем у вас достаточно поверхностные отношения, там общаетесь время от времени, и человек скрывал свои чувства от вас, да, из ниоткуда появится и начнет прям требовать: вот покажи, кто тебя обидел, либо что нужно сделать, чтобы тебя там защитить, спасти, не знаю, что-то там вмешаться. У кого-то еще может отыграться кто-то из родственников, который достаточно прохладно себя вел. И, казалось бы, что у человека нет к вам каких-то теплых чувств. Тут выяснится, что на самом деле все есть. То есть из-за страха, что с вами что-то плохо, да, плохо происходит, плохо обращаются, человек раскроет все свои истинные чувства. Чувства, которые скрывал, прятал долгое время. Так что вы там не сильно удивляйтесь, и это все любовь. Любовь любовная, либо любовь платоническая толкает этого человека на такие вот безумные появления, да, потому что из ниоткуда появится, просто без предупреждения, из ниоткуда, с перепуганными глазами, да, готовый там драться против всего мира, да, выйти, да, вступить в спарринг, лишь бы вас защитить. На самом деле это такой прям показательный момент и очень приятный. Дальше показывают, что в вашу жизнь врывается сама госпожа Фортуна. Вы не ждете, вы не требуете, не просите, но произойдет именно так. Фортуна маленькая, но с правой стороны, то есть в самом нужном, важном и полезном деле для вас. Да, это госпожа Фортуна появится. И я вижу, что вам действительно нужно будет везение.
либо в момент, когда вы там уже готовы отступить, развернуться и уйти, вот раз и что-то резко меняется, да, вмешивается госпожа Фортуна, и вопрос решается, либо ситуация, скажем так, меняется, разворачивается в вашу сторону. Ну, повезет так повезет, да, не ждали, не гадали, но госпожа Фортуны проявится и вам поможет. Небольшое везение, но с очень серьезными последствиями, я бы так сказала. И эти последствия еще достаточно долго будут проигрываться в вашей жизни. Это как попасть в нужное время, в нужное место. Либо в последний момент, да, вот что-то резко меняется и благоприятно решается в вашу сторону. Ну вот хороший момент. Не забудьте поблагодарить, либо сделать какое-то доброе дело, может, подношение даже какое-то сделайте. Там, не знаю, случилось что-то хорошее в вашей жизни. Купите конфет, купите там печенье, угостите кого-то, там деток, либо пожилых людей. Сходите, сделайте донат, например, да, в приют для людей, либо приют для животных. Ну, то есть много возможностей, как можно поблагодарить саму госпожу Фортуну и Вселенную, да, поблагодарить за то везение, которое вы получите. Дальше в вашу жизнь нежданно-негаданно ворвется настоящее знание. Знание очень ценное, знание, которое, ну, не всем дается. Не все достойны получить это знание, а вот вы получите. Знание, которое может открыть любую дверь. Знание, которое может в корне изменить вашу судьбу и вашу дальнейшую жизнь. Но этим знанием нужно правильно воспользоваться. И еще вижу, что вы это знание от кого-то получаете. Да? Вот кто-то вам буквально там рассказывает, описывает, там по пальцам показывает. И человек, не стесняйтесь задавать вопросы, да, потому что человек не совсем да, читать мысли умеет, не до конца понимает, все ли вам понятно, есть ли у вас какие-то вопросы. Если вы застесняетесь, то, получив знания, не сможете им пользоваться. А если вы расспросите от начала до конца, то у вас и знания будут, и инструкция, как это все применять себе во благо. И еще вам нужно будет ценить это знание, не стоит его разбазаривать, не стоит его раздавать другим людям. Еще раз повторю, не все люди достойны получить. Если вам выпала такая честь, если вам выпала такая привилегия, сохраните это для себя. Придет время, придет час, и вы поймете, кому передать это знание. А вот всем подряд его рассказывать не надо, потому что ценность его сразу же утратится. Понимаете, утратится просто в моменте. И вот, казалось бы, вам в какой-то веке выпал такой шанс, а вы его разбазарили. Да? Поэтому будьте мудрее. И, скорее всего, человек, который вам будет сообщать это знание, да, эту информацию передавать, он вам так и скажет, что, пожалуйста, храни это в тайне, да, пользуйся для себя, но никому не передавай. И это не пустые слова. Человек прекрасно понимает, в чем ценность, и понимает, как это все передается. Хотите, расспросите, человек вам все расскажет, да? И расскажет, почему выбрал вас, чтобы передать вам это знание, и как вам в будущем выбирать тех, кому нужно это знание передавать. Что-то очень сильно полезное, что открывает все двери, либо может открыть все на свете двери для вас, именно конкретно для вас, и может изменить вашу жизнь. Это может быть что угодно, вплоть до того, что это может быть какой-то эзотерический обряд, который помогает людям, допустим, что-то получить, обрести, добиться, да, изменить в своей жизни. Может быть и какое-то другое знание, то есть вы в принципе разные, и вот каждый получит свое. Дальше, нежданно и негаданно, новый человек попытается ворваться в вашу жизнь, но вы будете сопротивляться. Человек очень навязчиво начинает с вами знакомиться и устанавливать связь. Это может быть человек противоположного пола и также человек вашего пола. Да? То есть для женщины может быть и женщина, и мужчина. И то же самое для мужчины. Либо мужчина, либо женщина. И, возможно, вы не привыкли общаться с такими людьми, да, потому что человек достаточно дерзко будет себя вести, достаточно, как я уже сказала, навязчиво. Но с другой стороны, я вижу, что так и надо с вами, да, потому что вы достаточно скромный, стеснительный человек, и вы можете просто закрыться, застесняться и избежать знакомства. Человек ничего плохого на уме не имеет. У человека достаточно светлые и чистые помыслы. Знакомство может быть и выгодным, и полезным, и даже в личном плане очень приятным и далеко идущим. Да?
Поэтому не отказывайтесь. Да, подход, конечно, такой слишком яркий, да, немножко жестковатый, назойливый, но с другой стороны, вы бы при других обстоятельствах знакомиться бы не стали. Вы бы там отмахнулись, там отвернулись и ушли, да. Будь человек чуть поскромнее, то знакомство бы не состоялось. А поскольку человек включит всю свою энергию, шарм и очарование, вам просто будет деваться некуда и придется познакомиться. Неплохой человек, сразу говорю. Да, не похож на вас, но человек неплохой. И сначала вам, наверное, не понравится характер, либо поведение этого человека, повадки. Но со временем вы поймете, что это именно то, чего вам не хватало. Да? Вот такого яркого, такого немножко наглого человека. Да? Вот как-то все это скомпенсируется со временем, и вы оцените этого человека по достоинству, по справедливости, и даже будете очень благодарны судьбе, что так все произошло. Ну и себе будете благодарны, что не послали этого человека. И человеку будете благодарны, что человек проявил вот такую дерзкую настойчивость и все-таки с вами там либо подружился, либо там познакомился для личного общения. Ну, понимаете, да, с вытекающими. Дальше, мои хорошие. Я вижу, что у вас появится возможность от какой-то боли избавиться. Боль у нас бывает разная. Бывает боль физическая, да, вот что-то болит, там, рука, нога, живот, сердце. А бывает боль ментальная. Вот говорит, душа болит. У меня болит душа. Это могут быть какие-то страдания, переживания, эмоции, да, с которыми вы не справляетесь. У вас появится шанс от этого избавиться. Но от вас потребуется действие. То есть, когда вы об этом узнаете, либо вам будут предлагать там, терапию, лечение, какие-то подходы, какие-то варианты, да, вот как выйти из состояния боли, вам нужно будет согласиться и вам нужно будет попробовать. И я вижу, что результат будет, но он будет не сразу, да, не за один раз, не с первой таблетки, не с первого там приема, да, там нужно будет немножко походить, немножко с этим пожить, чтобы оно усвоилось, чтобы оно начало работать. Даже таблетки, да, им нужно время на то, чтобы они начали работать. Там физиотерапия, либо общение с психологом, да, время, должно пройти какое-то время, там хотя бы несколько приемов, несколько сессий, либо хотя бы пару дней попринимать, да, медикаменты. Вот. Не отталкивайте, да. Лекарства есть, лечение есть, и вы можете от боли раз и навсегда избавиться. Именно конкретно от той боли, которая вас сейчас беспокоит. Да? Поэтому принимайте, лечитесь, занимайтесь, боль уйдет. Да, потребуется действие, потребуется время. Не за один раз, не с первой таблетки, но со временем. Да, все это уйдет, все это пройдет. Дальше, нежданно и негаданно. Приглашение придет. Вам придет приглашение. Приглашение, в принципе, может быть и личного характера, и делового характера, и семейного характера, родственного. Да? Приглашение, допустим, куда-то съездить, где-то побывать, либо поучаствовать в какой-то там программе, допустим. Да? Приглашение само по себе какое-то такое, знаете, холодное мне идет. Да? Вот есть горячее, что вы читаете, у вас глаза загораются. Либо так вот написано, вот прям приглашаем, без вас там мероприятие не согласится, там соскучились, хотим видеть. А бывает холодное, да? Достаточно холодным языком написано, без особой эмоции и без особой надежды, да, если это какое-то деловое приглашение. Но, тем не менее, вам рекомендуют на это приглашение откликнуться. Причем откликнуться как можно сразу, да, вот по возможности побыстрее, да, откликнуться. Чтобы у людей с той и другой стороны не сложилось превратное мнение. Либо чтобы успеть занять место. Ну, допустим, если это деловое приглашение, то, возможно, желающих будет много, а, например, там бюджет, либо места ограничены, и кто вот первый откликнется, того запишут, тот попадет. Да? А если вы уже там в самом конце себя проявляете, то вам могут сказать, что все, места закончились, бюджет ограничен, да, давайте там до будущих встреч, да, как-то так могут сказать. То есть характер написанного не передает суть и значение этого предложения. Вот, не обманитесь, не отмахните это предложение, это очень важно. Вас могут пригласить на какое-то там, не знаю, торжественное мероприятие, и текст будет достаточно сухой,
и не будет там какой-то, знаете, уважительной нотки, либо не будет подчеркиваться, что ваше присутствие там прям очень желательно. Но это не значит, что к вам плохо относятся. Скорее всего, это какой-то, ну, допустим, общий формат, да, либо, ну, мало ли там что, неважно. Главное, чтобы вы не отказались. Вот, приглашение прям очень хорошее, и надо этим воспользоваться. Особенно, если это деловое приглашение. Вот у кого-то действительно на мероприятие личного характера позовут, там, свадьба, юбилей, крестины, там, что еще может быть, день рождения, а у кого-то именно деловой. Деловой, и нужно согласиться, и обязательно нужно пойти, и точно не прогадаете, и не пожалеете. А наоборот, сами себя будете благодарить за то, что вы туда пошли, и вот такое с вами случилось. Дальше. Нежданно и негаданно произойдет встреча с людьми, которых вы очень-очень сильно давно не видели. И эти люди очень сильно изменились. Да так сильно, что вы, возможно, и не сразу их узнаете, опознаете. Вот. А они вас сразу узнают, потому что вы нисколько не поменялись. А если и поменялись, то только лишь в лучшую сторону. И эти люди наперебой вам будут об этом говорить. И вам даже, наверное, какое-то время понадобится, чтобы опознать этих людей, вспомнить этих людей. А когда вспомните, так и ахнете, скажете: Господи, что ж с вами случилось-то такое, да? Где же вы, мои хорошие, были, да? Это как вас так помытарило по жизни, как вы дошли до жизни такой. Ну вот вижу, что вы пообщаетесь, и эти люди подтвердят своей истории жизни, что вы в свое время сделали правильный выбор. Мне вот почему-то кажется, что вы очень долго о чем-то жалеете. Например, жалеете, что вы куда-то уехали, переехали, поступили, либо с кем-то, например, там, взаимодействовали, связали свою жизнь. А эти люди, они как бы в своей этой точке сидели и никуда не двигались. Вот. Выглядят они плохо, ну, может и неплохо, но вот как-то, знаете, состарились, что ли, раньше времени. Какие-то вот, знаете, болячки у них, там, не знаю, как дедушки, бабушки выглядят, да? А вы, наоборот, как вот девочка либо мальчик выглядите. И вот вы пообщаетесь и убедитесь, что в свое время вы сделали правильный выбор. Возможно, вы себя периодически там грызли за то, что вы сделали этот выбор. А теперь вы точно поймете, что выбор был абсолютно правильный. Вы ничего не потеряли, не прогадали, наоборот, вы выиграли. И даже вот если вас вместе поставить, это визуально видно, да? Видно по вам, видно по этим людям. Не, ну они не злые, как бы они не озлобились, просто, да, жизнь тяжелая была. И действительно, если бы они, может быть, как и вы, там, уехали, переехали, либо что-то сделали, то и выглядели бы повеселее, получше, и, возможно, не было бы таких у них проблем серьезных. Ну, вот прям пообщайтесь немножко. Они там про себя расскажут, вы про себя расскажете, там, как вас похвалят, да, что вы выглядите шикарно. Вот, ну, вам хвалить этих людей не за что, в принципе. Ну, как-то так разойдетесь. Впечатление, конечно, останется. Еще будете долго об этом думать. Ну да, судьба, кстати, может показывать людям, либо подчеркивать правильность действий выбора. Очень часто мы занимаемся самоедством, когда нам кажется, что мы где-то допустили ошибку, но как бы ошибки не ошибки, да, все происходит по судьбе. А тут вам судьба говорит: вот смотри, да, не копай себя, не кусай себя. Вот, если бы ты осталась, либо если бы ты там что-то не сделала, то выглядело бы сейчас приблизительно вот так вот, да, не очень скверно. Вот как-то так вам покажут. Так, еще нежданно-негаданно. Нежданно-негаданно. Ну, тут какая-то посылочка, коробочка, передачка, может быть, что-то к вам придет. Либо кто-то вам отправляет, чтобы о себе напомнить, либо чтобы вас задобрить, либо, возможно, это вообще какая-то ошибка, да, и к вам придет чужая посылка. Причем непонятно, чья она и что с ней делать. Ну, считайте, что это подарок судьбы, да. Если это кто-то конкретный вам отправил, то у человека действительно есть желание как-то вас задобрить, желание с вами поддерживать связь или желание там искупить какие-то свои провинности, грехи перед вами. Ну, там уже сами будете смотреть, кто адресат и откуда что пришло, и уже сами сделаете выводы. Да, иногда так бывает. Люди чувствуют вину, люди чувствуют, может, даже и не вину, там, благодарность чувствуют. И вот могут вам что-то прислать, отправить к вам.
и подкинуть могут, да, как это, донат сделать. И также могут быть ошибки, когда вам по ошибке что-то приходит. Ну, это уже сама судьба вам подарочек приготовила, скажем так. Вот, это добрый знак на самом деле, неплохой. Вам не нужно за это платить, уже все оплачено. Просто судьба решила вас вот так немножечко порадовать, удивить и что-то вам отправить. Так, еще нежданно и негаданно. Вот честно, я понимаю, как вы сейчас отнесетесь к этому предсказанию, но скажу, как вижу. Кому-то в дом попадет маленький хвостик. Может быть, он и не маленький по возрасту, да, но маленький по размеру. Возможно, не знаю, ребенок, да, найдет маленького котенка, либо маленького щенка. Возможно, и взрослый найдет, да, вот вы там живете со взрослыми детьми, либо ваш партнер, да, принесет домой малыша. Может быть, подружка, да, подружка, у которой там аллергия, допустим, на шерсть животных, ну вот котенок нашелся, и что с ним делать, да, выбрасывать его нельзя, нужно помочь, нужно спасти малыша. Это не у всех отыграется, не переживайте, а то сейчас начнете в обморок падать, закрываться на все замки. Ну вот если животное к вам попадет, ну считайте, что так решила судьба, считайте, что это ваше животное. И это животное к вам придет не просто для того, чтобы как украсить вашу жизнь, а для того, чтобы стать вам верным другом, членом семьи и вашей отрадой. Да? Так что просто так ничего не бывает. Вот еще раз, никогда ничего просто так не бывает. На все есть Божий промысел, и судьба знает наперед, что нужно, а чего не нужно. Иногда бывает, вот хочу рядом, не могу дотянуться, а иногда бывает, не жду, не гадаю, раз и получаю. Вот и у вас вот какой-то малыш с хвостиком не идет. Дальше здесь вас скорее предупреждают, что некий ушлый человек на вас решит скинуть какие-то свои обязанности, либо свою какую-то провинность. Знаете, вот как перекинуть мне идет даже, да, скинуть, перекинуть. И человек будет петь соловьем, там просить, умолять, и говорить, что тут ничего такого нет, но вот я не могу, а ты можешь, вот выручи, спаси, там чуть ли не на колени падать, держать вас за руку, там, не знаю, за ногу, ну, как получится, да. Вы знаете, ни в коем случае не соглашайтесь. Не берите чужие заботы на себя, не берите чужие проблемы на себя. И ни в коем случае не берите чужую вину на себя. Ни в коем случае. Мне не очень нравится то, что я вижу. Не очень хочется об этом говорить, но если надо предупредить, придется. Смотрите, возможно, человек решил вас таким образом подставить, выкопать вам яму и уговорить вас в эту яму, ну, просто лечь. Да? Ну, сложно с вами бороться. Поэтому человек такой, она добрая, либо он добрый, сейчас подставлю, да, специально. Это все делается специально. И ради этого человек даже готов унижаться, лишь бы вот вам навредить. Поэтому ни в коем случае ни за кого не вписываемся, не берем чужих проблем, не решаем чужие проблемы и не берем чужую вину на себя. Даже если для вас это как-то малозначительно, да? Ни в коем случае. Иначе будут очень серьезные последствия. Там хитрый человек, там человек-ловкач, там человек уже все рассчитал наперед. И вот смотрите, бьет в вашу самую болезненную точку. А ваша болезненная точка — это ваша доброта. Вы очень добрый человек. И ваша доброта вам может очень дорого обойтись. Да? Вот большие-большие неприятности навлечь на вас, на вашу жизнь. Ну, оно вам надо, оно вам не надо. И не позволяйте таким людям вообще присутствовать рядом с вами. И если человек уже начал эту игру, поверьте, ничем хорошим это не закончится. Обычно у таких людей чувство страха размывается, да, а амбиции растут. И плохие вещи могут происходить. Я вас предупредила. Если вы жестко парируете, жестко откажете, то человек прям усомнится, скажет: ой, не такая уж она и добрая, да, мало ли сейчас меня раскусит, еще и отвечать заставит, да, лучше по добру, по здорову уйти. А если вы согласитесь, и даже если вы там все удачно решите, либо
сможете это все вынести на себе, а у человека начнут расти аппетиты, и человек еще что-то коварнее, да, намного изощреннее придумает, и уже тогда будет еще тяжелее. Поэтому нет, отказывайтесь. Подружки, друзья, родственники, родственницы, коллеги там любимые, отказывайтесь. Ни в коем случае. Соседи, да, отказывайтесь, все, нет и все. Чужого на себя не берите. Не берите, иначе это дорога в никуда. Понимаете, это не дорога, это падение в никуда. Вот, оно вам не надо. Дальше. Нежданно и негаданно. Да, покупка вам идет. Нежданно и негаданно. Покупка. Смотрите, либо вы купите, либо ваш близкий человек. Дорого. Дорого, но при этом, в принципе, и качественно, и полезно. Это может быть что угодно, начиная там от автомобиля, заканчивая какой-то, я не знаю, там гаджет, например, да, кухонный помощник, робот-пылесос. Хотя, да, какой от них толк? Тоже сомнительный толк. Ну, вот вижу, что покупка будет. Может быть, будут скидки, может быть, будет какое-то супер спецпредложение, да, что-то, что подтолкнет человека сделать эту покупку. И, возможно, даже придется все денежки отдать, чтобы эту покупку осуществить. Знаете, говорят, горячая путевка, а вот мне идет как горячая эта покупка, да? То есть горячие путевки — это что, когда там человек отказался, либо не может, либо там, не знаю, свободные места остались. И вот за сколько-то пытаются продать. Возможно, у вас тоже такая будет ситуация. Например, человек срочно уезжает, там, покидает страну, и человек распродает свои хорошие вещи, даже там новые вещи, лишь бы хоть какую-то копеечку выручить, да, и сбросить этот балласт. Может и такое быть. Может, это ликвидация там торговой точки. И цены ликвидационные там с огромной скидкой. Но опять же, это тоже дорого. Но со скидкой, в принципе, нормально, оптимально. Вот. Но деньги могут уйти. Семейный бюджет может уйти, либо там зарплата может уйти. И даже какие-то накопления могут уйти. С левой стороны. Знаете, вот купите и задумаетесь, а зачем? Какой ужас, да, ошибка. На самом деле нет. Я вижу, что эта покупка, она себя полностью и окупит, и оправдает. И потом вы поймете, зачем это все произошло. Но жалеть вы точно не будете. Так, мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.